Джамбулат Вахидович Умаров. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. А также представители студии локализатора настольной ролевой игры Vampires the Masquerade, студия 101. Это генеральный директор Александр Вадимович Ермаков. Здравствуйте. Студия локализатора Анастасия Андреевна Гастева. Здравствуйте. А также директор по маркетингу Алексей Игоревич Черняк. Добрый день. Ну что же, коллеги, мы начинаем. Американская компания White Wolf выпустила пятую версию настольной ролевой игры Vampires the Masquerade, в которой описаны чеченцы-вампиры во главе с Султаном Рамзаном. В игре были описаны многие детали, очерняющие Чеченскую республику и Россию в целом, что вызвало яркий общественный резонанс. Очень активно выступило с протестом ЛГБТ-сообщества и, конечно, население республики. Однако в пятницу вечером на официальном сайте компании было объявлено о прекращении функционирования компании как отдельной структуры, а временный управляющий принес извинения. По контексту предыдущих новостей от компании White Wolf понятно, что извинения адресованы ЛГБТ-сообществу в первую очередь, а не России, народу Чеченской Республики. Поэтому, Джамбулат Вахидович, начать хотелось бы с вас. Очень интересно ваше мнение по поводу сложившейся ситуации. Получается, что люди, которые пытались дискредитировать Чеченскую Республику в своей игре, расформировали компанию, которая ответственна за это действие. Какой политики в этом вопросе будет придерживаться Чеченская Республика? Ну, по-моему, здесь все абсолютно ясно и не требует каких-то особых комментариев. Это тягчайшее оскорбление нанесено моему народу, нанесено нашему лидеру. Мы этого так просто не оставим. И мне будет очень интересно послушать, что здесь будут говорить коллеги. А та бумаженция, которую там в виде каких-то там расформирований, смены руководства, и потом так скромненько слово «извинение», оно как-то даже не умещалось туда в контексте, так сказать, это нас не удовлетворит. Это нас не удовлетворит, потому что мы, чеченцы, точно так же, как и еврейский народ, и все остальные народы, которые подверглись геноциду, да, которые пережили очень много трагических страниц в своей истории, тоже рассчитываем на то, что ответственные за это дело организации на основе международного права вынесут свое решение. Вот. Мы вообще не хотим, чтобы существовала такая компания, как White Wolf, если она себе это позволила. Вот. Мы считаем, что это нацисты, вот, завуалированные, так сказать, под современные одежды, да? Вот, что все, что там, даже поверхностно, все, что там было написано, называть мой народ кровопийцами, называть мой народ вампирами, кстати, отдельной строкой. Там нанесено уже конкретные оскорбления, не только там в адрес всего чеченского народа, но даже там тейпы, и беноевцы, и гуноевцы, и акинцы, к тейпу которых я принадлежу, да, поэтому у меня как у акинца еще к ним есть определенные претензии. И я бы хотел, значит, услышать от коллег, чем будет выражаться эта сатисфакция, если они ее собираются вообще, так сказать, приносить, да, в каком конкретном денежном эквиваленте это будет происходить и вообще как это все, как с этим дальше мы будем жить. Я еще раз повторяю, вам или кому это еще нужно говорить, мы этого просто так не оставим. Такого оскорбления нам еще не наносил никогда никто. Пытались там нам вырастить у нас геев, пытались у нас там обвинить нас в, вообще поменяв, так сказать, ориентацию во времени, что мы там пачками, как в сталинское время, расстреливаем каких-то там людей без суда и следствия, да, вот, и при этом, при всем, господам ничего не поменяли, на чеченский народ плевать можно. Но зато ЛГБТ-сообщество пойти быстренько извиниться, вот это, видимо, гораздо более грозное сообщество, да, против которого я ничего против не имею, хоть в Википедии меня, значит, описывают как гомофоба, да, абсолютно никаких претензий к этому братству у меня нет, но вот это как бы пример, да, что чеченцы, то, что чеченцы оскорбили, ничего, а про ЛГБТ-сообщество там двух слов не сказано, там, да, что там, которая доказывает, что сегодня в тюрьмах, в подвалах у нас содержатся, так сказать, несчастные геи, и что мы продолжаем над ними издеваться, нарушать их права и так далее. Почему побежали туда? Да потому что это все одна публика
Потому что и кукловоды одни и те же. И они эти игры создают. И в эти игры играют сегодня наши дети. И потом прыгают с 16-го этажа. Потом они убивают себя, либо обвязавшись поясами шахидов, потому что такие игры тоже есть. Я слышал, есть еще одна игра, Освенцим называется, да? Там все интересуются тем, сколько евреев было, так сказать, удавлено в газовых камерах. Вот свидетели, есть люди, которые видели эту игру. То есть это, я говорю сейчас о явлении. И вот то, что вот это вот Empire Masquerade, все, что, так сказать, они сегодня предлагают, это вот из этой истории. Но сегодня час пик, момент истины. Сегодня названы конкретные имена, названы, так сказать, конкретные народы, даже тейпы названы, да, то есть фактически это происходит такой идеологический геноцид чеченского народа. Еще непонятно, что хуже. Физически или идеологически, понимаете? Это идеологически, духовный, это абсолютно. Люди не хотят, чтобы к нам кто-то приезжал. Люди вообще не хотят, чтобы на карте, вообще, чтобы не было чеченцев, понимаете? И вот они открыли свое лицо. И я очень надеюсь, что мне, мое государство и международное право, да, что оно мне поможет каждому чеченцу в том, чтобы заслуженно, справедливо и сурово, мы очень надеемся наказать, так сказать, вот этих негодяев. Джамбулат Вахидович, к вам такой вопрос. А вот то заявление, которое сделали в пятницу компания White Wolf, как вы считаете, относится ли оно, это какое-то имеет отношение к возмущению, которое высказало уже правительство Чеченской Республики? Вы имеете в виду, это вот такой легкий намек на извинения? Ну, вполне возможно. Они увидели, как минимум, моими комментариями весь интернет тогда, так сказать, буквально кипел, да? Но какое же это извинение? Это не извинение, это издевательство. Они сделали только хуже. И такой вопрос. Будет ли какой-то зеркальный ответ, может быть, в Чечне выпустят игру об Америке, где у руководства сидит марионетка темных сил? Как вы считаете, компания, честны ли вот эта компания в своем заявлении, действительно, они давно планировали прекратить, они в своем извинении, я поясню, сообщили, что они давно уже планировали прекратить существование компании, и как вы считаете, они прекратили, потому что, действительно это так, или потому что сейчас вот начинается вот эта волна негодования? Я считаю, что это ложь, дешевая, трусливая ложь. Да? Потому что если бы они об этом считали, намеревались еще там, я не знаю, в сентябре или еще в каком-то месяце, я не знаю, да, то почему сегодня об этом они объявляли? Почему они 2 дня тому назад объявили об этой игре? И почему они очень изощренно, да, со смыслом все это пересказывали? Эта тема вообще смакуется у нас в интернете, в средствах массовой информации. А теперь мы не знали. Они все-таки испугались ответных мер со стороны России и Чеченской Республики? Абсолютно. Нет, меры 100% будут, я не знаю, какие. Я бы, например, сегодня в студии надеюсь услышать какие-нибудь извинения. Что ж, логичные, да? Да, что ж. Адекватные. Тогда А то у меня, знаете, сейчас нет, прям вот другое настроение у меня сейчас. Я вот хочу просто понять, какое отношение эти люди имеют к этой компании, какую лепту они лично вложили в нее. Давайте тогда спросим. Мне сложно с ними в одной компании находиться здесь, вот здесь вот. Я очень бы хотел их услышать. Давайте тогда спросим Александра Владимировича, Анастасия Андреевна, Алексей Игоревич, может быть, у вас есть что-то добавить, все-таки какое отношение вы действительно имеете к этой компании, и если у вас есть действительно какие-то извинения, которые вы собираетесь принести? Спасибо. Вопрос действительно хороший по поводу наших отношений с этой компанией. Мы действительно согласны с Джамбулатом Вахидовичем, что эта книга не имеет абсолютно никаких этических норм в рамках этой главы, и то, что мы полностью не согласны с возможностью ее публикации. К счастью, мы занимаемся выпуском не этой книги, не от этих авторов, не от этого издательства. Ну, это в принципе. Наверное, чтобы пояснить ситуацию, мне нужно чуть-чуть пояснить вообще историю компании и чем мы занимаемся. Сама компания White Wolf
была основана в 91 году, и она начала выпускать действительно игры о мистике, о вампирах. Но основной темой там был вампиры как проблема. То есть ты играешь за чудовище, но при этом основная цель, основная тема игры, что ты должен сохранить человечность. Ты должен максимально всегда стремиться делать правильный моральный выбор, сохранять человека внутри себя и бороться с тем чудовищем и зверем, которое тебе либо навязывается в этой антиутопии, а там описывается именно мир антиутопии. Игра очень четко говорит о том, что она только для взрослых 18+, и только, ну, как-то о серьезных темах, кто готов разговаривать. И вот эта борьба является основной тематикой, центром вообще истории старых изданий и старой компании. В 2006 году компанию White Wolf приобретают исландцы, компания CCP. И несколько лет спустя, только в 2011-м, старая команда авторов, которая тогда ушла на покой, в общем-то, выкупает права издавать именно в старом мире тьмы, в старых книгах истории, как раз вот посвященные вот этим вот моральным терзаниям, моральной проблеме. Мы выпускаем как раз вот компания Onyx Pass Publishing, вот так называемый «Вампир и Маскарад», юбилейные издания или классические правила, классические истории. В 2015 году шведы, компания Paradox Interactive, приобретает у исландцев компанию White Wolf и анонсирует то, что мир тьмы фактически будет возрождаться, но независимо. То есть будет отдельно существовать компания Onyx Pass и отдельно компания White Wolf как издатели. White Wolf как издатель в 2017 году проводит некоторые бета-тесты, о которых критики отзываются неоднозначно и скорее негативно в масс-медиа. Тем не менее, в 2018 году, в конце апреля, они объявляют предзаказ этой игры, и она состоит из 3 книг. Получается, 5 ноября одно из дополнений, то есть дополнительная электронная версия для предзаказавших книги Камарилья, именно электронная версия для предзаказавших, рассылается для получения обратной связи предзаказавшим. 7 ноября, когда мы увидели, в общем, содержание этой книги, мы сразу написали в компанию то, что, в целом, потому что мы заинтересованы, мы понимаем, что бренд звучит похоже одинаково, то, что мы не согласны с содержанием этой книги просто по очень многим уровням. То есть это неэтично. И 10 ноября, получив некоторое количество обратной связи как от зарубежного ЛГБТ-комьюнити, так и из России, как фан-групп, которые знают старый мир тьмы, которым мы занимаемся, так и, в общем-то, вот от нас, как очень непоследовательно, тем не менее, знакомых с этой ситуацией, они публикуют первые извинения, где они говорят то, что они обещали, и они действительно до этого в апреле обещали, что они будут писать о современности. То есть они хотят рассматривать в этот раз не просто внутренние проблемы и терзания людей, вампиров, которые борются за человечность внутри себя, а более современный и более такой вот жестокий мир, возможно, с политикой, и будут связываться с представителями тех культур и регионов, о которых они будут писать. Это они 10 числа подтверждают, что да, они это не смогли выполнить, и сейчас у них идет смена руководства, и они собираются пересматривать содержимое книги, просят подождать 10 числа. 15 числа выходит статья в «Коммерсанте», и, в общем-то, получается достаточно серьезная информация от России. Мы пишем еще одно письмо, на самом деле мы его пишем чуть раньше, 12 числа, если я не ошибаюсь. Мы его писали 10 числа, между 2 днями Роликона. Да, спасибо. И мы, в общем-то, пишем, тогда еще одно письмо, 15-го выходит статья в «Коммерсанте», и 16-го, когда у нас запускается как раз проект классических вампиров старых, они публикуют новость о том, что компания White Wolf упразднена, она больше не будет существовать как отдельная компания в принципе, это теперь отдел лицензирования, они не берут больше на работу этих авторов. Мне ответил Дэниел Голдберг, публичное лицо компании Paradox Interactive, вице-президент, на электронное письмо, и сказал, что можно процитировать его, то, что White Wolf больше не будет самостоятельной компанией в принципе, и они не работают с этими людьми. Все. А ситуацию с сохранением чеченского народа они как-то прокомментируют? Эта глава будет полностью вырезана, и они извинились за то, что эта глава в принципе она написана неэтично и некорректно с их стороны. Да, это только 3-й абзац этих их объяснений, которые были Но они также сказали, что они недостаточно хорошо разобрались в ситуации и таким образом
поступили некорректно в отношении народа, который описали. Где Это, эти извинения? У них на на их сайте. сайте. Нет, На сайте у них White на Wall. сайте, подождите, по всему миру, значит, ходит информация о зверском чеченском народе, о вампирах и Рамзане Кадырове, который стоит за всем за этим, да, и где-то там на каком-то сайте, никому непонятном, никому неизвестном, значит, кто-то там в очень такой, я бы сказал, размытой форме приносит нечто вроде извинений, нас это не устраивает. Нас это не устраивает, потому что, и я просто хочу понять, да, конкретно, юридические и физические лица и адреса, которые конкретно этим занимались, потому что мы хотим, нам законодательство, международное право нам позволяет засудить вас до последней копейки, да, и чтобы все видели, что таким образом не просто там авторы сказали, а потом отказались, потом извинились. Вы оскорбили нас. Это... Я вам говорю как представителю мира тьмы, Я хочу заметить, как что представитель мира света, понимаете? мы не являемся представителями мира тьмы, мы являемся людьми из Санкт-Петербурга всего-навсего. Да? Не, ну вы сами И, сказали, что вы мы- представляете мир мы- тьмы. Нет, мы не являемся официальными представителями Мы ни не Onyx Pass, ни White Wolf, ни Paradox Interactive. Мы являемся локализаторами игры и локализуем игру от Onyx Pass, которая никоим образом никого не оскорбляла. И мы еще раз хотим обратить на это внимание, что в этой ситуации мы целиком и полностью на вашей стороне, потому что книга, которую выпустили White Wolf, она оскорбила нас тоже, как людей, А живущих в как России. на них выйти? Давайте вместе тогда Мы с ними будем ведем судиться с переписку, ними. и, в общем... Вот что сегодня люди вынесут из этого пресс-центра? Сейчас эта книга, в чем еще В том, важный что момент, российское эта книга не выходила. представительство этой компании сейчас говорит, что она солидарна Мы не с представители чеченским этой народом. компании. Да, ну, Еще раз мы хотим Это сказать... локализаторы, которые переводят эту игру, я так понимаю... Не вы- эту игру. Не Ну эту да, игру. Мы переводим- Игру под одним брендом глобально, но исторически они разошлись еще в 2011 Это году. разные компании, живущие в разных государствах, и, в общем, они имеют очень опосредованное отношение друг к другу и не очень сильно влияют на Ну, в решение той друг игре, которую друга. вы переводите, как-то затрагивается Чеченская республика? Нет. Нет. Как-то затрагивается ЛГБТ-сообщество? Нет, там игра рассказывает о мире 2006-2011 года, и она рассказывает, скорее, как, если упомянуть, что там сказано о России, то, что есть могущественные Носферату, Баба Яга, а также местные витязи, маги и колдуны, которые защищают Россию от других вампиров. То есть там есть упоминание о России? В одном из дополнений есть упоминание о том, что это, тут есть свои сильные сущности, которые защищают от внешних. Это все, что там есть о России. Поскольку они тогда не консультировались, и, в общем-то, некоторое количество, как это принято называть в прессе, клюквы там есть, но она абсолютно даже не оскорбительная. Это некоторое количество спекуляций на А мифологии. где территориально вы собираетесь распространять вашу игру? Будет ли она продаваться в Чеченской республике, например? Может, у вас есть какие-то предзаказы оттуда уже? Или есть ли у вас вообще, в принципе, продажи в том регионе? Тут дело какое. Игра, которую мы собираемся распространять, она еще не выпущена. У нас сейчас идет народный сбор средств на эту игру. Но у нас выпущено много разных других игр, и не про вампиров, а на совершенно разные темы, которые распространяются по всей стране, потому что люди в разных городах играют. И, насколько мне известно, в Чечне тоже есть клуб, где играют в ролевые игры и периодически покупают книги. Ну, надо понимать, что мы выпускаем, например, отечественных авторов. То есть вот у нас есть популярная игра, там, «Янтарный город», про мифологию степи. У нас есть игра «Круг земной» про варягов, в общем-то, и скоро выходит дополнение про Гардарику. То есть у нас отечественные авторы тоже выпускаются, как... Такой вопрос. А насколько популярна вот та игра, то есть, получается, о которой мы сегодня говорим, и та игра, которую вы локализуете по популярности в мире, вы можете как-то прокомментировать? Новая игра... там надо миллионные понимать, продажи. Да, она не вышла еще. То есть они говорили о 10-тысячных тиражах, были какие-то упоминания. Но надо понимать, что это тиражи планируемые. Эта игра не выходила. Это была электронная копия для предзаказавших, для получения обратной связи. Как Тиража не много было. предзаказавших? Может, У нас нет этой информации. Мы знаем, что эта игра сейчас, поскольку она современная, немного популярнее той, которую мы выпускаем. Но, тем не менее, старая игра тоже поддерживается. И новая игра будет, опять же, полностью изменена. Кроме вот этой главы там не будет. За Не, которую к они очень ребятам у меня стараются. нет претензий. Вот из того, что я услышал, я готов перед ними извиниться за такое резкое, может быть, начало.
Вот, уже, ну, если не имеют отношения, тогда я даже не понимаю, что я здесь делаю. Да, Джамбулат Вахидович, к вам тогда вопрос от сообщества также поступил, что в результате этого скандала возросла популярность вот этой темы настольных ролевых игр, и к которым относится игра, которую мы обсуждаем. Как вы считаете, есть ли у индустрии шансы на ну вот у этой индустрии, да, шансы на признание, развитие, и какой должна быть игра, чтобы она завоевала популярность в Чечне? Игра должна быть доброй. Любая игра должна быть доброй. Для взрослых она, для детей ли она, да, она должна учить каким-то, я не знаю, прививать какие-то светлые ценности, да, которые прививали нам, которые прививали нашим отцам, нашим дедам, которые из поколения в поколение прививались. Ну, что делают сегодня? Ну, опять смотрите, мир тьмы, да, там вампиры, шайтаны, я не знаю, там, и все такое. Ну, это к чему? К чему хорошему это привело? Ни к чему хорошему это не привело и не приводит. И мы знаем, что это искажение психики ребенка. Вы можете ограничивать, так сказать, ценз там 18 сколько угодно там годами, да, но все равно дети будут в это играть. Они все равно найдут пути, они находят. Точно так же, как просмотр порнографии. Казалось бы, до 18 лет, но смотрят все уже там, так сказать, от горшка 2 вершка. Поэтому все такие грамотные стали в этом вопросе. Я поэтому хочу, чтобы, ну, я хочу достучаться, я хочу понять. Я сюда отправлен моим народом. Да, и я требую удовлетворения. И я требую того, чтобы мне хотя бы сказали, кто посмел так оскорбить мой народ. И чтобы они за это ответили. Вот что я хочу. Помогите мне в этом вопросе. Да, вот такой как раз вопрос. Мы ваших боссов засудим, честное слово. Мы их Но накажем. они не являются нашими боссами. Будете ли Да. вы, Джамбулат Вахидович, будете ли вы, Чеченская республика, ваш народ, что именно вы собираетесь предпринимать для решения этой проблемы, для того, чтобы действительно принесли какие-то компенсации, извинения авторы этой игры, и, может быть, действительно коллеги вам помогут как-то скооперируются, чтобы связаться с ними, найти их? Нет, мы будем очень благодарны, если коллеги с нами скооперируются, если они нам помогут. Это будет как бы, ну, мне кажется, это их гражданский долг. Мы все-таки граждане России, у нас одна родина. Я бы их не дал в обиду. И если бы кто-то оскорбил бы этих людей, еще вообще с другой страны, да, там иностранец, почему он должен оскорблять моих сограждан? И почему я должен стоять в стороне, когда это оскорбление наносится? Неважно, русский он там, татарин или еврей. Это гражданин моей страны, и не надо моих сограждан оскорблять никому. Я вместе с ними встану и буду, если надо, судиться, если надо, драться буду физически за своих сограждан. И, по-моему, это нормально. Как вы считаете? Да, я считаю, это нормально. Вот поэтому я думаю, нормально, давайте, мы все равно найдем эти концы, но если это будет с вашей помощью, это будет вообще хорошо. Когда нас, в общем-то, пресса запросила контакты именно Парадокса для предоставления комментариев, мы предоставили эти контакты, то есть вот, которые у нас есть. В целом большего у нас сейчас нет. Джамбулат Вахидович, могу вот как раз задать тогда вопрос. Мы не только отечественную переводим авторов, чем выпускаем, мы переводим зарубежные издания, мы выбираем различные игры. Ну, то есть, например, у нас есть игры там, про кроликов, про жизнь там, природную. Но вот и сейчас у нас играет «Вампир и Маскарад», вот это юбилейное издание классическое. Как раз вот я обозначил основную тему, которая там поднимается, где да, это борьба со зверем, с его вот бытными такими агрессивными качествами в пользу человечности. Скажите, а вот такая игра могла бы действительно найти признание и понимание, по-вашему? Нет, если там борьба против зла, если это никак не, я не знаю, не губит психику детей, если это не негативно не отражается на сознании просто нормального человека, если это чему-то доброму и полезному учит, почему бы и нет? И я, как человек, отвечающий в том числе за информационную политику, за внешние связи, да, разработайте, например, какую-нибудь интересную игру я не знаю, вот у меня книга есть «Фактор Кара. Противостояние», об истории взаимоотношений чеченского и русского народов. И книжка стала лауреатом международного конкурса по кавказоведению. То есть вот какие-то исторические вещи о том, как мы дружили, о том, как мы в совместные походы выходили против общего врага, о героизме советского народа в Великой Отечественной войне.
Сколько таких сюжетов. Я вот недавно, нам привезли останки, целый взвод лег на одной из высот под Ржевом. Командиром был 19-летний чеченец, и 20 с лишним человек, там были у него и русские, и казахи, он был у них командиром. Они все там полегли. И вот их потом откопали оттуда. И это целая история. И об этой истории, вот, ну, вот игра, например, о том, ну, какие-нибудь патриотические игры. Вот есть игра, например, не отечественная, ну, от известного американского автора, посвященная летному полку ночных ведьм, ну, Великой Отечественной войны. Он с восхищением и уважением рассказывает об Ну, это подвиге, Нормандия о тяжелых Неман, днях, да. и о тяжелых днях, которые они, ну, переживали тогда. Он рассказывает и о войне. Прекрасно, прекрасно, То есть прекрасно. нам такое стоило бы Прекрасно, напечатать. почему? Или, например, что-нибудь там о борьбе с международным террором, например. Там есть действительно реальные злые силы, с которыми силы тьмы, да, террористы, которые сегодня подрываются, которые сегодня пытаются нарушить наш покой. И Чеченская республика во главе с этим лидером Рамзаном Кадыровым, которого, я не знаю, полмира пытается, так сказать, очернить. Понятно, с какой целью. Такие патриоты в России им не нужны, как Рамзан Кадыров. Но он сегодня в авангарде этой борьбы. И сегодня мы, чеченцы, всю остальную Россию практически закрываем собой. Вот. Что ж, спасибо большое, коллеги журналисты. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, принимайте руку, задайте вопрос. Сейчас я могу микрофон. Здравствуйте, меня зовут Михаил, газета «Метро Москва». Скажите, пожалуйста, вот если я правильно понимаю, вот эту часть предзаказа для игры, вот эту часть книги, которая зашла, я понимаю, исключительно по электронной почте для ознакомления, ее написала некая группа авторов. Вот если у вас контакты этой группы авторов, которыми вы могли бы поделиться с Животлом Васильевичем. И это как бы вопрос к вам, и если возможно, господину Умарову тоже вопрос. Ну, не кажется ли вам, что как-то вот если бы, ну, не знаю, какой-то румын назвали вампирами, ну, никто, ну, назвали там, не знаю, русских алкоголиками, ну, назвали как бы клюква какая-то. Вы очень серьезно относитесь к тому, это же, ну, это просто игра. Она не, ну, мне не кажется, что она не предполагает какого-то целенаправленного действия для оскорбления. Это вам кажется. Может быть, я говорю, мне так кажется. Спасибо. Это называется, я могу первым ответить, да? Это называется, знаете, был такой ученый, психотерапевт Фестингер, да, который открыл очень интересное явление в психиатрии, называется когнитивный диссонанс. В данном случае этот диссонанс очень здорово проявляется, и он очень хорошо используется в методике, очень такой мягкой методике ведения очень серьезной войны, которая называется soft power. И есть еще методика, которая называется окна Эвертона. Вот через эти игры, вымывая из наших мозгов ценности, меняя их аккуратно. Да, это, знаете, вот есть такой синдром, когда начинают там сочувствовать террористам, когда начинают сочувствовать тем людям, которые вчера еще были твоими непримиримыми врагами. И мы не замечаем, откуда, почему, как это делается. Я как технолог это знаю. Поэтому я вам говорю, что это не безобидная игра. Это не безобидная игра. Если сегодня мы начнем шутить по поводу Майданека, Освенцима, если мы с вами будем шутить по поводу терроризма, что вот эти вот игры, что это да, это ерунда, это все. Понимаете, люди начинают терять бдительность, люди перестают серьезно, как вы говорите, серьезно перестают относиться к, на самом деле, очень серьезным вещам. И тогда у нас с вами появляются трагедии. И тогда мы начинаем вздрагивать от вопроса о том, а как это произошло, а как это было возможно, а как это Дубровка, а как это, там, я не знаю, Бесланская школа и так далее, и так далее. Видимо, в какой-то момент мы не очень серьезно отнеслись к каким-то очень серьезным играм. Вот в чем беда. Вот из-за того, что мы несерьезно относились к тем играм, которые против нашей страны велись 30 лет тому назад, я говорю про Советский Союз, который я еще застал, будучи очень молодым человеком. Вот эти вот все образы, там водка, как вы говорите, там селедка, да, значит, сарафаны, кокошники, медведи и все остальное. В итоге, вы знаете, нам самим это стало нравиться о себе. Мы посчитали, что это бренд, это хихи-ха-ха, это хорошо. И вот под этим впечатлением мы даже не заметили, как потеряли страну.
огромную, мощную, за которую было пролито, я не знаю, реки крови. Что сейчас происходит? Сейчас происходит то же самое. Это использование мягкой силы, причем очень оригинально, очень нестандартно, но очень эффективно. Мыслить просто станут дети по-другому. У нас сейчас отношение к войне другое, да? У нас вообще отношение к тому веку вообще изменилось полностью. Вы посмотрите, я как историк читаю чушь о роли, так сказать, отдельных стран в итогах Второй мировой войны и понимаю, что это все совершенно по-новому написано. И там Красная Армия и Советский Союз с его там 20 с лишним миллионными жертвами никакой роли там практически не сыграл. Только союзные силы там сыграли роль, которые с горем пополам высадились в конце этой войны. В Нормандии и на Сицилии. Вот и все. Поэтому, ну, как можно к этому относиться несерьезно? Конечно, мы относимся. А разве не серьезно? Вот вы кто по национальности, простите? Русский. Ну вот если вам будет приятно, если там русских будут называть вампирами, если, допустим, там главу вашего государства будут каким-нибудь султаном называть или там шахом, вот, ну в какой форме вы понимаете. Ну если вам это неприятно, значит у вас еще осталась гражданская совесть. Если вам плевать, ну отсюда, так сказать, это зерцало. Да, вы посмотрите на самого себя, и вы поймете, какой вы гражданин своей страны. Меня это, например, вот любое оскорбление в адрес русского человека, лично для меня, это боль. Это мое личное оскорбление. Потому что именно русский народ сегодня взял на себя громаднейшую ответственность собрать эту страну. И именно русский народ во всех исторических репрессиях, войнах нес самые большие потери. Во время любых революций и войн. И репрессий. Не надо оскорблять ни татар, ни русских, ни удмуртов, ни чувашей. Не надо оскорблять. Это все граждане моей страны. Это те люди, которые завтра за мою свободу и независимость отдадут своих сыновей. Которые сейчас служат у нас и в Сирии, да? Которые с террористами борются, и как у нас в стране, так и за ее пределами. Вот сейчас как раз и настало время определяться, насколько мы серьезно относимся к этим вопросам. И насколько серьезно относимся к собственной стране. А, в общем-то, оскорбление это было нанесено было нарочито. Прямо, откровенно, даже тейпы называют. Там этих. Значит, работали люди. Спасибо. Напомню вам о том, есть ли у вас контакт непосредственно группы авторов или возможности их найти, чтобы предоставить господину Умарову и для дальнейших каких-то действий. Спасибо. Ну, тут ситуация какая? Именно группы авторов у нас нет контактов. Я связывался с White Wolf, с их именно медиа-менеджером, и потом уже мне отвечал Paradox Interactive. То есть как-то с авторами связи никакой нет. Более того, сейчас они не работают. Ну вы хотя бы можете дать нам как бы вот официально, вот я как министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, я бы хотел от вас официальное заключение, как от специалистов, о том, что эти люди натворили. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, как экспертов я вас хочу привлечь. Вы согласны? Дать свою официальную оценку тому, что они сделали. Чтобы я ходил и гордился, что моя российская компания, которая занимается тем же самым или имеет к этому делу отношение, вот такую экспертную оценку мне дала. И тогда, может быть, когда я найду тех, кого вы либо, по разным причинам, скорее всего от того, что не знаете, действительно не можете найти, но мы их найдем, чтобы у нас тоже был какой-то еще один документ, который бы подтверждал то, что сделали, так сказать, эти люди, что так делать нельзя, что это преступление. У нас есть довольно обширное мнение по поводу этой главы, которое мы формулировали, когда писали письма в White Wolf, где мы объясняли, почему мы считаем, что эта книга некорректна. Наверное, это наше, можно назвать нашим экспертным мнением, да, потому что мы собирали мнение окружающих, мы собирали мнение как зарубежных коллег, так и... Визитку, да? Так и игроков, и тех, кто делает игры в России. И мы выражали еще и свое личное мнение по этому поводу. Наверное, это такое, будет самое полное экспертное мнение по этому вопросу.
Единственное, что я бы хотела добавить, это, наверное, спорно, но тем не менее, мне кажется, что в этой истории может быть не столько грандиозный заговор против России, сколько неосмотрительность авторов, которые просто хотели написать что-то пожестче. К сожалению, иногда просто некая человеческая неосмотрительность тоже бывает, дает такие плоды и потом превращается в огромную Скажите, вещь, простите, вас как зовут? Меня зовут Анастасия Андреевна. Анастасия Андреевна, вот вы же понимаете, наверное, да, что помимо там оскорблений там, и так далее, нашей республики, которая достаточно динамично развивается, привлекает инвестиции, это страшный урон. Понимаете, нашей репутации, нашему имиджу. За это должны заплатить. Я не оспариваю, что это урон. Да, я понял. Поэтому, считая вас, воспринимая в вашем лице вашу компанию как союзника в этом очень справедливом, очень правильном деле защиты интересов нашей страны и Чеченской Республики, в частности, вот то, что вы написали кому-то, будьте добры, мне напишите это, что вот вы рассматриваете эту ситуацию вот таким образом, что вот это недопустимо, вот это плохо, вот этого делать было нельзя, мы со своей стороны сделали то-то, 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 и, так сказать, вот наше вам, так сказать, экспертное наше заключение будет таким, и у меня к вам не просто не будет вопросов, я еще раз повторяю, я буду гордиться, что в моей стране такие патриотичные молодые люди. Джамбулат Вахидович, скажите, вот Вы у меня просто против? вопрос как раз связанный с этим вопрос. Сейчас компания закрыта и является отделом лицензирования, точнее даже не она является, а просто бренд сохранен для отдела лицензирования Paradox Interactive. Может быть, просто мне приходила в голову мысль такого ответного хода, как договориться, чтобы они выпустили книгу про Россию, которую сделаем, например, вот мы. И чтобы эта как раз книга про Россию была известна в мире, и там было бы как раз наш взгляд на Россию, история, и они, в общем, бы ее распространяли. Знаете, я не знаю, какой вы локализатор, но то, что вы неплохой бизнесмен, я уже чувствую. Чувствую довольно тонко, да. Но что, мы с вами это будем обсуждать прямо здесь? Да, я думаю, что вполне приемлемая форма, и думаю, что если, это можно будет, да, господа, расценивать как все-таки извинение какое-то, да, если они действительно сделают такую книгу. Давайте на этом сойдемся, да? Если если они это сделают, я считаю, я, видите, тоже человек в некотором смысле либеральный, и считаю, что все вопросы нужно решать миром. Да, если, как вы говорите, там мы поймем, что, мягко говоря, это была такая идиотская выходка, продиктованная незнанием, некомпетентностью, сонностью, сонливостью там, и прочими какими-то извиняющими факторами, и плюс к этому они твердо пообещают нам создать добрую книгу о Чеченской Республике, как они борются, например, с терроризмом, да? Во-первых, она, я уверен, будет как минимум в мусульманской среде будет очень популярна. Она будет популярна на Кавказе. Поэтому, вы знаете, мне очень отрадно, что наш с вами вроде как по идее конфликтный разговор заканчивается вот таким интересным коммерческим предложением. Да? Вряд ли я смогу заниматься бизнесом, но я думаю, что мы со своей стороны попытаемся вам помочь, порекомендовать каких-то людей, которые могли бы с вами этот проект продвигать, в случае, если, как Paradox, да, называется, да, если эта компания, сейчас я так понимаю, мы о ней говорим, да? Да, но они являются владельцами бренда теперь, потому что компания White расформирована. Да, поэтому, тогда это, я думаю, это был бы такой очень позитивный повод, инфоповод в том числе. И очень надеюсь, что мы вновь соберемся здесь, на этой же площадке, и будем рукоплескать друг другу за наше взаимопонимание, терпение, за достигнутые договоренности, и даже где-то прорекламируем, так сказать, будущую игру. Да? Добрую, светлую, да. Я прошу прощения, я просто потерял нить, кто в конце концов извиняющаяся сторона. Клуб авторов нет. Компания, которая это выпустила, это сейчас кто?
ну, извиняющаяся сторона – это вот та сторона, с которой они не могут связаться, и тем не менее я тоже немножко логики не вижу, но я пытаюсь как-то, может быть, мы продолжим потом этот разговор без камер. Вот, значит, я тоже пока не понимаю, ну, наверное, вдруг, они сказали, что вдруг мы найдем, где они находятся, да, то есть это гипотетически возможно, вдруг найдем, и если найдем, то в качестве извинений эта компания издаст новую книгу, которая будет учить добру, которая, наоборот, привлечет и инвесторов, и просто туристов в Чеченскую Республику, и откроет мировой общественности истинную правду о том, кто такие чеченцы, что это древний, очень трудолюбивый народ, да, народ прекрасных поэтов, музыкантов, народ, который подарил миру гения Махмуда Исымбаева, народ, который подарил множество чемпионов в разных видах спорта, народ, который подарил миру победителя этой войны Ахмадхаджи Кадырова, да, Алгазова Кобалдойцин и его сына. Просто вот стереотипы, к сожалению, вот этими играми эти стереотипы и создаются. Очень интересная эта ситуация, учитывая то, что именно теорию о настольно-ролевых играх, как обучающих детей, во многом разрабатывал советский психолог Выгодский. И, ну, потом были продолжения как других психологов, понятно, ну, занимающихся этой теорией. Конечно, тут надо говорить, я думаю, если мы говорим о России, вот как у них была серия «Такая-то страна ночи», но они консультировались с этими людьми, ну, представителями культуры народов. Конечно, про всю Россию. Давайте дадим вопрос еще журналистам задать. Артемий Миллионов, ДТФ. У меня вопрос к Жамбулату Вахидовичу. Вы высказали, насколько я вас понял, вы высказали уверенность, что Вайфу была расформирована и вообще все это произошло, и не из-за того, что они опасались, не из-за того, что им показалось неуместным такое высказывание о ЛГБТ-сообществе, а именно из-за того, что они опасались ответных действий со стороны Чечни, насколько я вас понял. На чем основывается эта уверенность? Или это просто ваша догадка? Ну, опять давайте мы с вами поясним, что значит ответные меры со стороны Чечни. Ведь мы с вами очень хорошо понимаем, что у нас там где-то в подсознании сидит, когда мы задаем такие вопросы, да? То есть мы как бы уверены, что это будет включены будут не правовые какие-то механизмы, да? А людям просто там, да, отвесят по мордасам, да? На самом деле это не так. Мы эти фазы уже давным-давно прошли. Чеченский народ стал гораздо умнее и гораздо, так сказать, он и раньше не был глупым. Вот. Ну да, есть у нас за нами слава, так сказать, воинов, и эта слава прописана кровавыми буквами самой истории, к сожалению, к великому. Вообще чеченский народ, я еще раз повторяю, это народ тружеников. Вот. И, разумеется, речь об ответных мерах может идти только в одном ключе, в правовом. То есть, вы знаете, что есть сейчас, мы не будем заниматься их перечислением, там, да, вплоть до Гаагского суда, то есть этих организаций масса, да, на площадках которых мы можем доказывать свою правоту и в том числе, так сказать, предпринять все необходимые меры для того, чтобы, скажем, если эта компания миллиардер, чтобы сделать из нее компанию миллионера. Понимаете, да? То есть за эти вещи надо платить и наказывать надо, знаете, не оплеухами, а наказывать надо совершенно конкретным рублем. Ну, долларом нас устроит, в принципе, да. Нам надо сразу, но мы можем частями. Так что такая ситуация, да. А как раз тогда сопутствующий вопрос. А существует ли действительно в международном праве, я просто сейчас говорю не пусть, существует ли в международном праве способ наказывать людей за, все-таки игра это художественное произведение, причем художественное произведение в жанре фантастика. Если предусматривает ли международное право наказание за изображение кого-то в невыгодном свете в произведении в жанре фантастики? Безусловно. Безусловно, такие примеры есть, прецеденты есть. Я уже первоначальные консультации провел с грамотными в этом смысле юристами. Вот, думаю, что мы наймем очень таких зубастых ребят в этом смысле. Вот, так что, ну, мало кто такой реакции ждал от чеченцев. Все же думают, что мы там будем, как это любили писать в рубриках отдельных «Новой газеты», да, я опять ее рекламирую немного, да, когда там, так сказать, нас, что мы там троглодиты, которые собираются в каких-то узких ущельях, да, и молят Всевышнего Аллаха о возмездии.
Да, мы молим Всевышнего Аллаха, в том числе о возмездии, но при этом, при всем мы предпринимаем совершенно реальные действия, еще раз повторяю, в правовом поле Российской Федерации и международного права. Что, спасибо большое, да, пожалуйста. Добрый день, Александр. У меня уточняющий вопрос. А как эта игра, в принципе, так стала популярной в России, если она не презентована, или все-таки была какая-то презентация в России? И если да, то кем она была организована? Откуда растут ноги? Сама игра, когда она была вообще выпущена на английском языке, так уж вышло, что есть, в общем-то, люди, которые читают на английском, она была одной из популярных самых в мире, надо говорить, там, она занимала, топ-5 мест, скажем так. И она в том числе появилась в России как англоязычный, и фан-общество ориентировались на англоязычные тексты изначально. Саму презентацию классической игры мы провели, именно вот классической, неделю назад, то, что мы будем ее делать, и сейчас вот делаем краудфандинг. А новая игра популярна во многом еще потому, что была, это громкий анонс просто именно в зарубежной среде. Именно поэтому, в общем-то, было много предзаказов, именно поэтому рассылались файлы. Хорошо, что ничего не дошло до печати хотя бы в данном вопросе. Технически, когда мы связались и сообщили об этой проблеме, и то, что мы не согласны с этим, нам сказали, что они созывают совещание и, в общем-то, останавливают сейчас печать, чтобы разобраться с этим контентом. Тогда. Так как Где-то за насчет? рубежом печать уже пошла. Нет. она не успела пойти. Что ж, коллеги, Просто были сообщения, вопрос, что пожалуйста, ушла. поднимайте руки, задайте ваш вопрос, буквально один вопрос. Что ж, если вопросов больше нет... Надо бы подрезюмировать, да? Да, если... Все-таки к чему мы приходим? Значит, потому что я должен уйти отсюда с каким-то сердцем, да? С тяжелым или с легким. Правда? Вот. Так что делать-то? Видите, так получилось, что косвенно вы тоже оказались в этом конфликте. Так каковы наши возможности получения вот такой вот книги в виде сатисфакции какой-то там, да? Потому что надо что-то делать, мне что-то нужно приехать и доложить своему народу, да? Что, дескать, вот действительно, я же буду вот так же доказывать, буду сидеть с пеной у рта, защищая, так сказать, теперь уже непонятно чьи интересы. Вот. Если речь идет все-таки о том, чтобы создать книгу, которая рассказывает о России, о ее народах, о чеченском, других, в принципе, народностях в хорошем и позитивном ключе, и рассказывает историю, которая включена вроде бы в этот мир все-таки, но не в варианте, я опять скажу, это клюква или каких-то политических абсурдов, то да, надо просто связаться с Paradox Interactive, потому что теперь они владельцы бренда, и предложить им это решение. В общем-то, я думаю, они не будут сильно возражать. Хотя тут я не могу за них отвечать, опять же. Понятно, что вы сами не Paradox, Paradox это они. Вот, и очень надеемся. Вот видите, вы постепенно из мира тьмы стали более светлым, более, я вас уже вижу, ваши обрисы человеческие. Да, что ж, еще раз, как вас зовут? Александр Вадимович. Да? Александр Вадимович, очень надеюсь, что на самом деле вы нам поможете поставить точку в этой истории так, чтобы было лестно и приятно всем нам, в том числе Paradox. Вот, значит, что ж, тогда, если вы позволите, мы резюмируем эту пресс-конференцию как вот некое удовлетворяющее решение, да, что, во-первых, вы нам поможете все-таки найти тех людей, которые прописывали эту книгу, и, во-вторых, чтобы мы уже, так сказать, законным образом разбирались, откуда им такие мысли пришли. Потому что это действительно такой был политический заказ, это ясно любому. Вот. И по поводу того, что будет какая-то книга, которая вот в виде такого извинения перед чеченским народом будет выпущена, где не истории из тьмы, а истории из света. То есть правдивая история о чеченском народе, о его борьбе будет показана. И я думаю, я надеюсь, что на этом конфликт будет исчерпан. Я надеюсь, что мне удастся убедить своих соплеменников в том, что люди очень сильно об этом пожалели, что это все было сделано по незнанию,
по неведению, по неосторожности, по детскости и все такое. Договорились? Все звучит действительно хорошо и правильно. Что ж, спасибо большое, уважаемые коллеги. Если вопросов больше нет, мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо большое.